Меня зовут Азалия. Я окончила Башкирский государственный университет, филологический факультет, татарско-русское отделение. Biz sizni Guruga bugun bek xushvaqt. Мы очень рады сегодня вас видеть на нашем втором занятии. Проект «Татарша полиглот» реализуется при поддержке фонда президентских грантов. Организатор проекта – татарская молодежная организация «Щек-Щек», который организовывает не только такие мероприятия, но вам, наверное, уже известные мероприятия, как Тотарка Пермского края, Балалар Савантуя и так далее. Наш проект состоит из 16 занятий, каждый из которых будет записан на видео, съемку, и в дальнейшем вы можете посмотреть его онлайн и также порекомендовать своим друзьям, своим знакомым, которые также могут присоединиться к нам в любое время, на любом занятии, потому что если посмотреть онлайн, то нас можно догнать, давайте так скажем. Большая просьба выполнять домашние задания, которые мы вам отправляем, которые я вам даю, а также изучать дополнительные материалы, так как весомая часть успеха зависит только от вас. В конце нашего обучения будут подведены итоги и вручены сертификаты. Это будет 22 февраля на празднике Тотартеле. А теперь мы начнем. Попрошу сделать без звука свои телефоны. На прошлом занятии я вам давала домашние задания. В чем заключалось? Надо было разделить на два столбика мягкие слова и твердые слова, которые подчиняются какому закону? Закону сингармонизма. Мы этот закон обязательно вспомним. Получилось у вас дома разделить слова? Давайте мы начнем с вас. Сначала прочитаем первое слово с мягкого столбика. А вы проверяете. Ишек. Üstel. Продолжайте. А, у вас не было. Продолжайте, пожалуйста. Как? Нерсе. Мягкое слово. У вас? Беренше. Кы. Вот у меня нет. Дальше продолжаем. Мягкое слово. İdil. Dürüst. Berengi. Hüner. Еще есть две мягкие слова? Шек, цветок. Тагын. Эскемия. Эскертер, скатерть, да? Мягкие слова у вас закончились. Всем правильно, никто ничего не пропустил. Давайте тогда твердые слова. Начнем с вас. Урындык. Урындык. Хора. Бу. Пропустили бу, да? Бу тоже твердое слово. Дальше пошли. Твердые слова после бу. Кора. Кол. Ра. Дальше. Хорама. Дерево такое, да? Вяз. Башлык. Алтын. Сарык. Колак. Ауз. Все слова нашли свое место. У нас был столбик мягких слов и столбик твердых слов. И мы с вами уже говорили про закон сингармонизма, что твердым гласным звукам сопутствуют только твердые звуки, мягким гласным только мягкие. И с этого, с первого слога, если в первом слоге у нас мягкие гласные, то и дальше у нас во всех словах идут только мягкие звуки. Ирина, включите, пожалуйста. У нас вот есть даже таблица парных гласных звуков по таблице парных. Вот.
гласной. Мы уже это смотрели. Нельзя только таблицу оставить? Таблицу нет. Хорошо. А сегодня мы с вами будем говорить об образовании множественного числа. Вот посмотрите на посмотрите, пожалуйста, вот это тоже у нас делается очень просто. Множественное число в татарском языке, чтобы образовать множественное число, присоединяется ла, лер. Очень просто. А если слово заканчивается на мн, присоединяется но, нет. Также, естественно, подчиняется закону сингармонизма. Ни. Мама. Мы хотим сказать мамы. Какое окончание мы присоединим? Эни, лер. Эни, лер. Тут уже у нас мамы. Она. Она это кто? Перевод. Тоже мама. Это слова-синонимы. Они, она. А здесь уже, чтобы сделать мамой, мы присоединим окончание ла. Она, ла. И во всех словах, если мы хотим сделать множественное число, прибавить, всегда присоединяем или ле, или ла. Совсем не сложно. Компьютер, ла. Непонятно? Понятно. А если слово заканчивается, например, урам. Урамнар. Рахмет. Урам это улица. Ну тогда, чтобы было понятно, миллион, миллионар. Упражнение номер 1. Посмотрите, пожалуйста, у себя. Видите, да? Тут сначала у нас лексический минимум, к которому мы еще вернемся. Упражнение номер 1. Преобразуйте существительные формы множественного числа. Давайте попробуем вместе. Эти лер, район, районнар, папка, папкалар, лимон, машина, шешек, шешеклер, институт, лар, паспортлар, без меня, yıllar, günler, gün это день, регионlar, kişiler, tiyatrolar, sonlar, süzler. Так что если прибавить ла, ля, всегда вас поймут, что это множественное число. Совсем не сложно у нас. Ла, ля. Есть вопросы? Нор, нер. Все понятно? Образование множественного числа в татарском языке. Все понятно. Разница заключается только в одной букве. Лер, лор, нер. Нор, нер, да, тоже нор. Нер. Gün, nер. Образование множественного
А исключения есть? Слова исключения? Нет. Нет. Музейла, например, если мы... Музей, это у нас заимственное слово. Музей. Если даже в конце мягкий звук, то мы определяем по первому слову музей-ла, поэтому присоединяем твердый аффикс. Только надо посмотреть слова. Первое слово, где заимственные слова. Рахмат, слово. Посмотрите, пожалуйста, личные местоимения я вам написала. Личные местоимения в татарском языке также 6. Мин, я, син, ты. И вот он, она, оно у нас все означает ул, потому что у нас нет родов. Без, мы, сиз, вы, алар, они. Это, наверное, лучше запомнить, выучить. Или вы уже наслышаны, все равно имеете понятие про личные местоимения. Множественное вы употребляете так же, как уважительное? Да, мы также относимся сиз. Мы также, если мы обращаемся не к подруге, так скажем, да, также мы используем слово вы, сиз. С личными местоимениями мы с вами поработаем, и тогда уже мы будем запоминать. Мин йоратам. Я люблю. Йоратам люблю. Это, наверное, все знаете, да? Син йоратасам, ул йората, без йоратабас, сиз йоратасас, алар йораталар. К этому мы еще остановимся. Да, это очень интересно. Мы ко всему этому еще вернемся. Но пока нам надо просто запомнить эти личные местоимения. Они склоняются? Они склоняются. Мы к этому еще вернемся. Пока нам надо запомнить таком. Аффиксы уточнения. Мы, ме, мы, не. Если мы хотим уточнить в русском языке, что мы используем, например, это библиотека. Что мы используем, чтобы уточнить? Интонацию. Правильно. Нам помогает интонация или частица ли. Это библиотека ли? Только с помощью интонации мы выражаем. А в татарском языке у нас есть специальные аффиксы. Мы, ме. Аффиксы уточнения. Эти аффиксы присоединяются ко всем частям речи. Если мы хотим уточнить, это библиотека, что мы добавим? Библиотекам. Да, библиотека. Айе, библиотека. Ме. Лилиями. Айе, лилия. Вот я вам лексический минимум здесь распечатала. Пробежитесь. Это. Библиотека. Мы. М. Библиотека. Библиотека. Интонация
тоже у нас также остается, как в русском языке. Но чтобы уточнить, еще добавляем аффиксы. Библиотека это твердое слово или мягкое? Библиотека. Первые, это ведь заимствованное слово, это у нас китабханя переводится. Первому. По первому. Библиотека мы. Би. А библиотека мы присоединяем от последнего к м. Библиотека мы. А потому что вы сказали Лилия. Булильяна, как имя Лилии. Булильяна. В отличие от русских частиц, татарские частицы пишутся после связанного с ними слова. Если мы хотим нет ни лилия, нет ни кафе, мы скажем юг, лилия, тугель. В русском мы скажем нет, не лилия. А здесь мы скажем нет, как переводится, посмотрите, у вас есть юг. И тут уже не у нас сюда идет. Юг, лилия, тугель. После связанного слова нет, не лилия, юг, лилия, тугель. Бу-музейма, юг, музей, тугель. Здесь есть вопросы? Что здесь пишут? Слитно или раздельно? Нет. Слитно. Слитно, да? Пишутся слитно. Используется только существительные, да? Нет, со всеми. Да, со всеми. Барабазм, байтабазм, тоже для уточнения. Со всеми частями речи. Я вначале говорила. Они присоединяются ко всем частям речи. По аффиксам уточнения есть у нас вопросы? Пока нет. Да? Юг. Юг. Рахмет. В татарском языке уточняющий вопрос еще может содержать альтернативу. Будь телевизором или компьютером. Это телевизор или компьютер? Эля. У вас в лексическом минимуме есть эля. Здесь у вас написано. Будь телевизором или компьютером. А давайте попробуем мы спросить с аффиксами уточнения, с какого города тот или иной человек. Обратимся к нему вы, да? Вы из Перми, как мы спросим? Siz Perim'den ми? Получается? Почему? Siz, вот лексический минимум, смотрите. Это понятно. Дальше что это? Siz, вы из Перми? Давайте спросим. Вы как переведем? Siz из Перми. Siz мягкий знак у нас сохраняется, он так запишет. Перим, мы.
соединении этих аффиксов мы еще вернемся. Сиспиринен ме. Не видно вам? Вместе с нами? Да. Я просто плюс поставила. Слитно. Мы всегда пишется слитно. Вместе с любой частью речи слитно пишется. Лексический минимум у вас перед глазами. Давайте прочтем и переведем. У кого получится, тот и скажет. Это кто? Это Алия? Букин. Как переведем? Это кто? Это кто? Бу, Алия. Это Алия. Это Алия. Бу. Нерсе. Это что? Это телевизор. Молодцы. Сеске. Как переведем? Кто? Вы кто? Ну ты. Я да. Ты кто? Сис, это вы. Все правильно, я вас не перебиваю просто. Сис с кем? Вы кто? Вы кто? Ми? Я, Дамир. Все правильно. Дальше. Мы студенты. Они студенты. Работаем. Вы студент Ларма? Это студенты? Это студенты? Да? Нет, это не студенты. Не студенты. Тугель мы всегда пишем после, а переводится не до. Дальше. Ул Азатма. Это имя такое. Азат. Оназат. Айгир Улазат. Как переведем? Да, я директор. Я директор, да. Это кинотеатр или завод? Кинотеатр или завод? Погромче скажешь? Это кинотеатр или завод? Это кинотеатр или завод. Элля переводится или. Так лучше понятнее, когда вы потренировали. Ничего сложного ведь нет. Мы пишется везде, со всеми частями речи слитно и уточнение. Если вы хотите узнать «сис казаннамма», «сис пириннамме», просто добавляете к интонации своей в татарском языке вот эти аффиксы «мы», «ме». Получится? Да. Я рада. С аффиксами уточнения мы с вами разобрались. А теперь у нас падежи в татарском языке. Переключите, пожалуйста, падежи в татарском языке. У вас есть листочек, там все написано. Сейчас мы с вами посмотрим падежи в татарском языке. Рахмат. В татарском языке 6 падежей, а в русском сколько? Тоже 6. У меня нету. Это другие. Это другие, да, правильно. Татарские падежи не совпадают с русскими падежами, за исключением именительного и винительного падежей. Падежные аффиксы татарского языка практически однозначны, поэтому у нас сложностей не будет, я надеюсь. Рассмотрим каждый падеж. Первый падеж у нас именительный. Башкилеш. По-татарски это будет башкилеш. Баш, голова, да, главный падеж. С этого начинается, с главного падежа. Вопросы у нас в именительном падеже то, что, а в татарском это будет звучать кем несе. Кем несе. Ничего
сложного нет, да, как и в русском. То, что. Теперь нерсы. Имеет нулевые окончания. Примеры вы прочитайте. Бу, Рюстем. Бу, театр. Как переведем? Да, это театр. Второй падеж у нас. Иялик килиш. Второе у нас. Второй падеж притяжательный. Иялик килиш. Здесь очень важно запомнить окончание. Я писать, если не буду, у вас же есть у всех наглядные материалы. Окончание н. Этот падеж наиболее трудно усваивается учащимися. Поэтому при усвоении этого падежа следует опираться на понятие принадлежности, принадлежащий кому, чей, кому, чему, чей. В русском языке ему соответствует одно из значений родительного падежа. Притяжать кимнин, чей, у кого, нерсенин, у чего. И окончания идут н. Посмотрим примеры, чтобы вам было понятно. Ленаның фамилиясы Галиева. Кимнің фамилиясы? Ленаның фамилиясы. Да, я там хотела. записалась. Я потом только, когда дала на распечатку, увидела, вам надо это вычеркнуть. То есть нету тут ны, да? Да. Ны. Да, спасибо, что заметили. Так, это моя ошибка. Это проверочка такая, что возьмите мне. Да, вот как правильно выполнить ситуацию-то. Из ситуации-то за меня вывели, да? Вот это вот моя ошибка. Вычеркните, пожалуйста. Ленаның, фамилия Галиева. Теперь давайте попробуем сказать также про фамилию своей подруги, например. Свою можно. Ну, придумайте. Ленаның фамилиясы Галиева, скажите. Например, Иванның фамилиясы Иванов. Таниной фамилиясы Иванова. Все правильно. Кимнің фамилиясы? Таняның. Тане принадлежит эта фамилия. Кимнің, да? Кимнің. Кимнің. Чья фамилия? Кимнің. Таняның. У вас получится? Алсу'нun фамилия с Алсу'нun фамилиясы Шакирова. Шакирова. Кимнің фамилиясы? Алсуның. Шакирова фамилия принадлежит Алсуға. Ничего сложного. Мы с вами сказали, что надо усвоить то, что на понятие принадлежности надо обратить внимание. Следующее у вас получится? Сосед? Свою может, да? Свою здесь местоимение. Да, мы это еще проходили. Да, свою получится. Я имею в виду не придумывать там Лена и Ивана на себе, допустим, да? Да. Как будто про меня кто-то говорит. Давай. Да, все правильно. Алисаның фамилия С. Тивникова. Тивникова. Ничего сложного нет. Дальше посмотрим, попробуем. У вас получится? Альбинаның фамилия С. Бочарова. Рахмат, а у вас получится? Али, Ю? Лекнің фамилиясы Вахидов. Ну, фамилия. А sizdə получится? Вопрос или утверждение? Пример привести. Кимнің фамилиясы Руднева? Тағы қалай? Еще раз. Кимнің фамилиясы Руднева? Руднева. Иринаның фамилиясы Руднева, давайте так скажем. Иринаның, кимнің. У нас пример. Мы не спрашиваем, а пример. Рахмат. Также нерсе
Нерсяны у чего? В библиотеканым залы. Библиотеканым принадлежит библиотеке этот зал. Понятно с этим падежом? Иелек килеш, притяжательный падеж. Как бы при недословном переводе это не магазин получается, библиотечный зал. Библиотечный зал. Зал библиотеки. Этот зал библиотеки. А притяжательное прилагательное есть? Есть. То есть помимо этого? Да, да. Ну, чтобы вас не запутать, я пока привожу такие. Да, то есть присоединительному падежу. Третий падеж у нас, еще вот притяжательный падеж есть и в английском языке, он единственный падеж. Есть, да? Английский book. The books. English. The boys books, например. Третий падеж какой у нас? Юнелеш килеше. Юнелеш направительный. Вопросы, пожалуйста, пока читайте. Перевод сразу, и вам будет все понятно. Юнелю – это направиться. Юнелеш – это направление. Вот. По схеме нам будет лучше понять. Юнелеш. Юнелю. Отличие его от дательного падежа в том, что направительный падеж часто выполняет функции и русского винительного падежа. Кинге, кому, нерсеге, чему, коя, куда. Окончание у нас га, ге, ко, ке. Кинге, розага, егермеге, нерсеге, театрга, ремонт. Театру нужен ремонт. Я пыталась тут примеры привести с такими словами, чтобы вам было понятно. Куда? Направляемся куда? Ми уфагабарам. Ми перемгабарам. Вот у нас по схеме все понятно с этим. Уфа это что? Уфа это город. Ми уфагабарам. А барам направляемся, да? Да, барам еду. Направляемся, вот направляемся. По схеме все понятно. Вопросы. Кимге, нерсеге, коя. Сложно? Нет, совсем не сложно. Следующий падеж тышем килише. Винительный. Есть и в русском языке, да? Вопросы совпадают с винительным падежом русского языка? Кого? Что? Винительный. Кимне, нерсене. Можно вспомнить для запоминания школьные правила. Вижу, люблю. Кого? Что? И представляете эти слова. А еще надо обратить кимне. Нерсяне в татарском языке на категорию одушевленности и неодушевленности надо обратить внимание. Если вот мы в русском языке граница у нас проходит животные и растения, то в татарском языке уже это между человеком и животным. Мы про собаку будем спрашивать этне, нерсяне. Что? Да. А кто туда кто? Кто? Люди. Только люди. Только люди. Кимне. С этим понятно? Одушевленность, неодушевленность. Нерсяне также растения, животные. Этне. Покормить собаку, этне тут
Тогда посмотрим пример. Kimni? Min eniyimni yoratam. Я люблю маму. Нерсене, мин радиону кабыздым, я включила радио. Мин кызымны яратам, я люблю свою дочку. Мин әтиемне яратам, я люблю папу. Кимни, нерсене. Есть сложности? Нет. Какой же падеж? Подождите, вот это мама, да? Да. Эмиемне. Эмиемне яратам. Эми. Алием. Это что значит? Эмием – это принадлежность. Эмине можно также назвать. И это моя мама. Мин эмине яратам. Если скажете, тоже ничего страшного. Мин этине яратам. Ем моя мама. Эмием. Внимательно каждую буковку. Надо уточнить, да? Рахмет. Потому что у меня все равно зрительное восприятие, я слух очень плохо. Вы вычеркните ем. Ошибки не будет. Надо уточнить, я люблю свою маму. а не Да, чужую. да, я люблю мою маму, да, свою маму. Эмини, если скажете мин эмини яратам, это не будет означать, что вы любите чужую маму, но также все равно будет правильно. С этим падежом есть вопросы? Пока нет? Нет. Молчание знак согласия, да? Следующий падеж у нас щегошилище, исходный. Также можно объяснить по схеме, только уже будет наоборот. Исходный падеж. Щегошилище. Обратите внимание на вопросы. Кимне? От кого? Нерседен от чего? Койдан? Откуда? Нан присоединяется к словам, которые заканчиваются на М И Н. Н. Да. Мы с вами говорили, да? Если носовой М, значит присоединение Н, но. Или может быть на но. По закону сингармонизма определяем но или но. Н присоединяет. Эбиден пайтам. Я пришла от бабушки. Да, от бабушки. От кого? От бабушки. Нерседен от чего? Из чего? Üstel пластиктан. Ясалган. Понятное предложение? Стол сделан из пластика. Койдан. Мин пермина. Все из Перми. Давайте попробуем сказать, кто откуда. Вот, например, я скажу про себя. Мин Башкортостаннан. Я присоединю. Я откуда? Мин Башкортостаннан. Вы откуда? Мин Пермина. Siz Perim'den. Diyoruz da Perim'den. Siz Perim'den. Kimden Perim'den? Tulbarımız da Perim'den. Чебушкадан. Siz Şirmuşka'dan. Dürüst burada. Kaan kimden koydan? Лобанов. Vada. Да. Labanov. Вода. Labanova'dan dürüst. Siz Perim'den. Var mı da Perim'den kadar? Yarı rahmet. На, нен, Пермьнен, Башкортостаннан. Я прибавила на, Пермьнен прибавили нен, Лобановадан мы прибавили дон, ден, тон, тен, китаптан. Китап. Книга из книги. Если нет ошибленных Как, ставок. как сказать, допустим, вот в данный момент я приехала из Москвы, допустим. Мин. Москва, да? Meskeu была Москва, только что. Meskeu.
По-английски Москва, один Москва. Мескелден. Мескелден. Мескел, да? Только мягкие. Мескел. Мин мескелден. Приехали? Да нет, я просто к примеру. Ну, Как сказать? Пойдем, вернулась. Мин. Гильден. Напишите Москва. Москва. Мескел. Мескел. Правильно заметили, как по-английски? Мескел, да? Значит, мин, мескелден. Ден. Ден, мескелден. Пейтын. Вот вернетесь из Москвы, так скажете. А скажите, вот это вот, ну, как бы, откуда вот именно Москва, Уфа? Или можно в конце предложения ставить, или в середине всегда? Например, вы хотите сказать, я вернулась из Москвы. Да. Мин кайттым Мескелден. Мгм. Мин Мескелден кайттым. Ошибки не будет, но если в середине будет вот это слово, откуда вернулись, название города, будет как-то лучше звучать. Но ошибки не будет. Мин кайттым Мескелден. Это как у нас, вот по-русски говорят, я в кино сходил, я Да. телевизор посмотрел, я плов поел. Понятно? То есть вот это будет звучать именно как для нас вот так. То есть просто другое построение фразы. Если я поел плов, Я плов поел. Так вот, это мы-то говорим, я поел плов. Наше построение идет такое, Прямое. что подлежащее Прямое, да. сказуемое второстепенный член. А здесь наоборот, сказуемое в конце. К этому мы еще вернемся. Ошибки не будет, Ошибки не звучать будет, вот но так вот, лучше. как немного. Да, да. Мы к этому еще с вами, когда будем строение предложений изучать. Ну что, все вернулись из Москвы, из Перми, откуда? Все хорошо, да? Возвращаемся к последнему у нас местовременной и дословный перевод. Сделали уран, вака, килеше. Место и время. Вопросов много, посмотрите, но все означают место и время, поэтому сложностей, мне кажется, не будет. Когда, где, койша, когда, нерседе, кимде, нищеде. Хазер, давайте на примеры обратим внимание. Дис перемдающий без где? Мы где живем? Перемда. Койда. Где? Койда. Декабрь, да, солнце. В декабре холодно. Когда холодно? Декабрь, да. Какой-то вопрос есть? Или радуетесь, что легко? А мы смеемся, что и лето тоже холодно. Июнь, да, солнце. А месяца все соответствуют русским, да? Месяца все соответствуют русским, кроме января. Январь, январь у нас. Я хотела это сказать в следующий раз. Ну, напишите. Месяца все соответствуют, кроме января. Остальные месяцы без изменений. Сложно, наверное. Кто родился в январе, тот у нас январь, да, план. Январь. Тут только вот. Когда? Январь. Ким
Кимде? У кого? Отчет у кого? Отчет ойрата. Nerede? Папка üstelde. Ручка üstelde. Нищеде во сколько? Кино üçte. Потому что на числительном мы уделим время на следующем занятии. Кино üçte. Потому что начинается в 3. Кино начинается в 3. Можете привести свой пример? На любой вопрос попробовать сделать. Словосочетание, предложение. У кого получится? Потому что я вам дам такое задание. Nerede курс килден? Для чего пришел на курсы? Nerede курс килден? Вы в направительном падеже, да? Юнелиш килиште. Курс А. Nerede курс килден? Ну, тут, если дословно, nerede курс килден, можно, но если мы переведем, чему, не переведется чему. Для чего? Да, для чего. На бытовом, да, получится nerede килден. Nerede, чему? Ну тут больше, видите, театра, библиотека. Мега у нас это диалектический вопрос. Nerede, мега. Так говорят обычно мега в борьбе. Ощада Усадаки. Ощанда Усадаки. Приходи хоть когда, да? Хотите сказать? Пойдет? Пойдет, но Говорите, какой падеж приводите. да, легче будет, если вы скажете не с вопросами, а приведете свое, сделаете вот свое предложение, так будет понятнее. Ощан, килясен, ощан. Ощан, иртен, давайте утром. И килерсен, шюхен. Син, килерсен, иртен, син, ощан, килерсен. Я утром, что? Ты когда придешь, да? Ощан, когда? Син, ощан, килерсен. Ощан, килерсен. Син, иртен, килерсен. Давайте тогда начнем вот у кого получится с именительным падежом привести пример. А то мы тут запутаемся, чтобы вот правильно говорить. Чтобы давайте сначала приведем пример башки или что, именительный, да. Ким, нерсе. У нас примеры есть. Давайте. Бу нерсе. Бу микрофон. Микрофон у нас тоже микрофон. Бу микрофон. Бу нерсе. Бустер. Бу üstel. Dürüst. Буст. Такая. Бу стакан. Ну, где-то у нас слово стакан, я же не помню. Стакан. Стакан. Бу азалия. Нет сложности, имя? Башки или что? Бу щечка, это цветок. Бу нерсе. Бу щечка. Бу матушечка. Матур это красивый цветок. Но это другие части речи мы не Усложняем. Да, мы уже усложняем, мы уже опытные. Итак, из притяжательный падеж. Мы уже приводили пример с фамилиями, и когда по падежам-то мы отдельно останавливались, у нас все получилось. А тут иолик лишь притяжательный. Также говорили бу
Чайниги. Это то, что мой чайник. Аффикс е. Тоже вернемся. Чайниги. Поймем. Дальше поймем. Bu Azalia'nın чайниги. Видите, тут Лена'nın фамилиясы. Тоже мы прибавили с принадлежность. Но пример хороший. Bu Azalia'nın чайниги. То есть аффикс принадлежности, он и к субъекту, и к объекту. Да, поэтому я не хотела вас в этот раз запутать. В следующий раз обязательно вернемся к аффиксам принадлежности. Bu Azalia'nın чайниги. Я чайниги. А у вас есть примеры? Bu У меня только одно. Bu tavukның kanatı. Bu tavukның kanatı. Все правильно. Теперь перевод для всех. Это крыло курицы. Это крыло курицы принадлежит курице, да? Bu tavukның kanatı. Әйдәгез с направительным падежом юнелеш или шплен направляемся. Можно вопрос? А вот, допустим, направительный, да, это крыло курицы. А если я хочу спросить... Нет, крыло курицы это притяжатель. Да, а если я хочу спросить, чье, допустим, это? Я не понимаю, что это крыло курицы. Чье крыло? Bu kimnin kanatı? Кем? Kim? Bu nesnenin kanatı. Bu Azalia'nın şeyini dediğinde, если вы понимаете, не понимаете, чей это чайник, то вы спрашиваете, bu kimnin чайниги? Азалиa'nın чайниги. А если вы не понимаете, чье это крыло, вы спрашиваете, bu nesnenin kanatı? Вопрос. Не живое, животное, не живое. Да. Да, это же сына не будет. Nesnenin. Курица не человек. Әйдәгез, третий направительный падеж у нас юнелеш пилиш. Ну скажите, сколько лет вашему другу Кимге Ильдарга 30 яш? Кимге? Лет прекрасно года будет. Яш, лет. Все одинаково, лет года. Лето года все у нас одинаково. Так, сейчас я скажу что-нибудь. Так, мягкое Г, Надя, это будет тёмное или мягкое? Надя Г, Надеждага әйдәгез. Надежда Ага, Надежда Ага, Биш, Яш. Биш яш. Надеждага биш яш. Надеждага нише яш. Надеждага нише яш. Нише яш dediniz? 6 яш. А тут у нас юнелеш пилиши, направительный падеж. Кимге нише яш? Правильный пример. Кимге нише яш? А нище, это что, сколько? Сколько? Кимге. Кому? Кому? Не понимаю. Кому? Это как спросить? Да, если мы хотим спросить, вот у нас был вопрос, если я не понимаю, кому сколько лет, Кому сколько лет? Нет, лучше как спросить, допустим, Наде сколько лет? Nagia'dan şey yok. Там сказать, Надя, какого вы года рождения? ага. О, еще 6. Сколько лет? 6 яш. Спросим. Кимге? Кому сколько лет? Кимге 6 яш. Так, а ты у нас где-то есть тут в этом, нет? У вас там есть в разговорнике. 6. А, ну это 6. Кимге 6 яш. Все вы правильно сказали. Нет, а как спросить, сколько лет? Я не
Kimge 6 yaş. А вот это именно сколько, да? Кому 6 лет? Нет. Надежда 6 нище. Когда будем проходить числительные, мы разберем этот вопрос. Пока нас интересует kimge 6 yaş iken. Пока нас интересует вопрос kimge в этом падеже. Kimge 6 yaş. Понятно теперь? Давайте пишем килиши. Kimne nerseni. Ну скажите, как вы любите. Gel gel araştırma. Min etini yaratan. Min kimdi yaratan? Min etini yaratan. Вы прибавили к слову папа этини. И у нас получился винительный падеж. Пишем килиши. Min etini yaratan. Min hatanını yaratan. Жену свою люблю. Mina'nın kızını. Min kimni? Anın kızın. Mina'nın kızını. Анын кызын. Вы хотите сказать, я знаю эту девушку? Да. Я знаю его дочь. Мин анын кызын билем. Мин кимни билем? Анын кызын билем. Сложновато, конечно, но аныкы, это тоже как аныкы принадлежность. Аныкы. Ошибки не будет. Аныкы. Аныкы. Сын, дочь, скажите. Сын – это улым. Если мой сын – это мой сын. Улым, ул. Сейчас запутались. Почему? Дочь, кызыл. Казан, дочь. Улым – это мой сын. А просто сын любой. Просто сын – ул. Ну, сыновья мы скажем улла. Улла. Мальчик у нас молай, но если мы скажем сыновья, мы скажем уллар. Но это если мой сын, улым, это мы же говорили, казан, дочь. Ну, тогда сейчас я скажу. Мин улыл яротам, мин кызыл яротам. Номера там, только не забудьте прибавить. Там Да, падеж забыла, да. да, мин, кемный яратам, Мин... улымный яратам. Мин улымның яротам, мин кызылның яротам. Понятно? Получается? Или непонятно? Улымның, улымның, кызылның. Улымны, кызымны. Шерашки лишь исходный. От кого, от чего? Возвращаемся, когда мы Койдан. Ул безнең яктан. Ул койдан безнең яктан. Откуда вопрос исходного падежа? Шерашки лишь. Койдан. Кимнен нәрсәдән? И здесь был пример. Мин койдан. Койдан. Мин. Как мы зададим вопрос? Мин кимнен? Кимнен койдан. Бабайдан койдан. И последнее у нас урын вакыт килеше. Койда. Койшан нәрсәдә. Кимдә? Нишәдә. Приведем пример. И устали уже. Ну, много очень информации по сравнению с первым уроком там было так. Да. Да. Щадяще. Мы только там старались выговаривать звуки правильно. Сегодня много информации, я согласна. Поэтому я вам домашнее задание хочу сказать, написать 6 словосочетаний, используя падежи. Словосочетания, предложения. Задайте вопрос, и у вас обязательно получится. Мы с вами уже сколько примеров тут привели? 6 словосочетаний.
словосочетания или предложения, но не вопросов. Нет. Не Нет. вопросов. Они должны отвечать на полезные вопросы. Не вопросительные. Как вот у вас есть примеры, вам легко сориентироваться. Вместо Пензена придумайте что-то другой город, и у вас уже будет пример. Есть вопросы по занятию? Если будут, пожалуйста, пишите, у нас уже есть беседа. Вы все включили. Все есть в беседе наш татарский полиглот. Сегодняшнего занятия мы обязательно запоминаем падежи, очень много информации, правильно. Закон сингармонизма мы уже знаем. А вот это мы будем еще? Или это не самостоятельное изучение? А разговорник пусть у вас будет всегда с собой. И то, что я вам сегодня раздала, вот это лексический минимум и упражнения, тоже возьмите на следующий урок. Тоже лучше завести папку и все наши материалы держать в одном месте. Ихтибар Рахмет, спасибо за внимание. Сау было вас